что, давайте начнем. Сегодня мы говорим об открытом доступе. Об открытом доступе сейчас очень много людей говорят. И Казахстан, на самом деле, наши ученые, они очень много и часто публикуются в открытом доступе. Я вам расскажу, что такое открытый доступ, почему он называется открытым доступом, почему число публикаций в открытом доступе постоянно растет, какие виды открытого доступа есть и каким открытым доступом владеет именно наше издательство Wiley, какие виды защиты авторских прав и лицензий бывают. И покажу вам наглядно, где вообще эту информацию можно найти. То есть цены на статьи, да, какие-то условия соглашений и так далее. Итак, давайте поговорим о том, а что же такое открытый доступ. Открытый доступ – это относительно новая модель для публикации. На самом деле идея об открытом доступе, кстати, первым издательством, которое начало открывать журналы для свободного пользования, это было именно издательство John Wiley & Sons, то есть наше, да, в котором мы сейчас, на платформе, в которой мы находимся. В 2010 году начинается открытие контента издательства. Почему это происходит? Раньше вообще существует в мире сейчас два вида журналов, да, скажем. Это традиционные журналы, которые предоставляются по подписке, и журналы открытого доступа. У всех издательств, а в мире порядка 600 академических издательств, есть практически обе модели. Ну, я не знаю, возможно, мелкие издательства такой моделью еще не владеют, но более-менее крупные издательства, такие как Wiley, Elsevier, Springer, IEEE, они все, конечно, уже имеют эту модель открытого доступа. Так вот, раньше, когда существовала традиционная модель по подписке, все журналы, весь контент журналов распространялся только по подписке. То есть здесь автор оплачивал, не оплачивал, то есть автор публиковал свои статьи бесплатно, но затем читатель, чтобы прочитать эту статью, платил деньги. Помните, когда-то, я не знаю, как сейчас этим дела обстоят, но раньше, помните, мы выписывали, допустим, газеты и журналы. Там, раз в 2 недели, раз в месяц к нам приходили газеты и журналы. Мы оформляли подписку, допустим, годовую, да, газету как «Караван». И вот эту газету нам распространяли, раз в неделю приносили, да, и за эту газету, за контент этой газеты, чтобы вы прочитали контент, платили мы. Вот академические издательства работали по той же самой модели. И мы по сей день по этой модели работаем. Мы предоставляем наши журналы по подписке. То есть автор, он не платит за публикацию статей, но читатель платит. Со временем, из-за того, что информации в мире стало, ну, какой-то... Так, если у меня пойдет кровь, сообщите мне, пожалуйста. Мне кажется, у меня еще давно пойдет кровь. Я прошу прощения. Сейчас, из-за того, что информации в мире становится очень много, да, и ее, ну, просто ежедневное обновление информации, просто, ну, оно огромное. Поэтому издательства, конечно, тоже понимают, что вот держать вот эту информацию, держать вот эти полнотекстовые статьи уже не в интересах ни самих издателей, ни самих авторов. Поэтому постепенно издательства перешли на новую модель, переходят, мы еще полностью не перешли, где оплату, то есть читатель не платит за чтение этих статей, но автор платит за публикацию. То есть этот механизм работает наоборот. Здесь уже автор оплачивает, а читатель нет. Это открытый доступ. Поэтому он называется открытый доступ. Когда вы, как читатель, можете читать все журналы, которые находятся в открытом доступе, не оплачивая это. Потому что это уже оплатил автор, который опубликовал в этом журнале свою статью. И постепенно вот этот вот открытый доступ, то есть прямо сейчас на любой платформе известных издательств, наиболее известные 3 издательства в мире, да, это Wiley, Elsevier, Springer, вот вы прямо сейчас можете зайти на нашу платформу, и какие-то журналы будут для вас абсолютно доступны. Так вот, это журналы 100% вероятностью, что они открытого доступа. Если вы можете зайти на платформу и, не имея подписку к этому журналу, скачать полную статью, значит, это журнал открытого доступа. То есть он распространяется бесплатно. И на сегодняшний день академических издательств есть такой план, что в ближайшее время, я не знаю, 5 там, либо 10 лет, мы полностью перейдем на модель открытого доступа, когда распространяться вот эти вот журналы, они будут уже совершенно, абсолютно бесплатно.
Какие же преимущества есть у открытого доступа? Ну, уже понятно, да? Основное преимущество – это то, что читатель получает контент, верифицированный контент, достоверный контент от академических издательств совершенно бесплатно. То есть в будущем абсолютно все университеты, организации, да и в принципе любой человек может спокойно заходить на любую платформу академического издательства и читать абсолютно любой журнал совершенно бесплатно. Это очень быстро, это постоянная модель, потому что с учетом того, что как динамично меняется мир и насколько часто появляются статьи, конечно, эта модель, она уже становится постоянной. Вряд ли когда-то журнал, который уже перешел на открытый доступ, обратно станет подписан. Ну и, конечно, самое большое преимущество – это полнотекстовость такого доступа. То есть открытый доступ – это не абстрактные статьи, это не аннотации статей, это полная статья, которую вы можете и прочитать онлайн, и сохранить в PDF-формате, и скачать, и отправить кому-то по e-mail. То есть это тот же самый контент, который сегодня некоторые университеты приобретают по подписке. Вот. Открытый доступ, еще раз повторюсь, он доступен для всех без ограничений. Любой человек, любая организация спокойно может зайти, найти журнал открытого доступа, на котором написано Open Access. У нас это такой зеленый значок, либо фиолетовый. И спокойно скачивать эти статьи. Почему? Вот здесь я уже практически ответила на вопрос, почему ученые выбирают открытый доступ, особенно казахстанские ученые. Но с Казахстаном здесь есть такая небольшая оговорка, у нас почему-то ученые всегда думали, что публикация статей в журналах, она платная. Хотя я вам еще раз хочу сказать, что все журналы Wiley, кроме 590 журналов золотого доступа, они могут опубликовать вашу статью абсолютно бесплатно. Мы сейчас об этом поговорим. Но у нас в Казахстане и вообще на территории стран СНГ очень устойчиво сложилось мнение, что автор всегда платит за публикацию статьи. Ну, раз уж так пошло, поэтому мне проще объяснять, что такое открытый доступ и почему ученые выбирают открытый доступ. Так как количество журналов открытого доступа растет, и информации в открытом доступе становится больше, конечно, вот возрастает вот эта вот необходимость свободного доступа к результатам научных исследований. То есть ученые знают, что если, тем более в Казахстане это бывает, не все университеты, а вернее практически, ну, не все университеты в Казахстане имеют доступ к базам данных. Да? Соответственно, в основном студенты пользуются открытыми источниками, теми журналами, да, которые они могут открыть на платформах, в котором они могут этот доступ получить, скачать статьи. И, конечно, так как у них есть, они больше пользуются журналами открытого доступа, соответственно, и цитируемость этих работ авторов, да, и видимость этих журналов, она растет, ну, не просто с каждым годом, а с каждым днем. Конечно, мне как пользователю проще открыть журнал, который уже бесплатный, да, выбрать там контент, процитировать этих авторов, и, соответственно, таким образом, да, каждый читатель открытого журнала в открытом доступе повышает цитируемость этих же авторов, которые публикуются в журналах открытого доступа. И поэтому, конечно, авторы хотят и в основном публикуются в журналах открытого доступа. При этом журналы открытого доступа, то есть подписные журналы открытого доступа, они практически имеют одинаковый квартал. Они не говорят о том, что это лучший журнал или худший журнал, но, конечно, цитируемость у журналов открытого доступа, она выше. На самом деле, в 2022 году наше издательство провело такое исследование, в котором, вот как раз-таки вы видите, да, на экране, были выявлены следующие результаты. О том, что в среднем статьи, которые опубликованы в открытом доступе, они загружаются в 3 раза чаще, чем статьи в подписных журналах. Но это непонятно, да? Потому что не у всех есть подписка на журналы. Соответственно, люди выбирают журналы открытого доступа. То, что доступно. Статьи в открытом доступе цитируются почти в 2 раза больше, чем статьи в подписных журналах. И, конечно, упоминаются почти в 4,5 раза больше в социальных сетях, ну, просто потому что они доступны, они постоянны, они бесплатны, они вот здесь и сейчас. Поэтому популярность журналов открытого доступа, она, конечно, прям растет в геометрической прогрессии. И вот здесь есть такие цифры, да, которые вообще
за последние 10 лет количество научных публикаций в мире выросло на 4%. Казалось бы, это такая небольшая сумма, но на самом деле это всего лишь произошло за последние 10 лет. Первая научная статья была опубликована где-то примерно 200 лет назад. Так вот, за вот этот вот период, почти 2 столетия, да, насколько человек на сегодняшний день, за последние 10 лет возрастил количество научных публикаций. А в открытом доступе во всем мире количество публикаций возросло на 20% уже до 2019 года, да, это за какие-то там 9 лет, как появился открытый доступ, да, и ежегодно растет на 10,5%. В процентном соотношении, наверное, звучит непонятно, но я вам скажу, примерно в год в мире публикуется около 3 миллионов научных статей. 3 миллиона научных статей в год публикует весь мир. Так вот, 23% это где-то 700 тысяч статей в год публикуется именно в открытом доступе. И Казахстан, между прочим, вот здесь я прошу прощения, не указала, да, цифру, почти больше 60% казахстанских авторов также публикуют свои статьи в открытом доступе. Но я это связываю с тем, что все-таки у нас, к сожалению, ученые не все знают, что есть опция опубликования статьи в бесплатном доступе, да, и в основном какое-то вот устойчивое сложилось мнение, что публикация возможна только платная, хотя есть и бесплатные публикации. Я просто сейчас объясню тонкости бесплатной публикации. Здесь я привела цифры, вы не пугайтесь, да, здесь количество публикуемых Казахстаном статей, на самом деле оно очень маленькое, вы видите, да, 1882 статьи в 2022 году было опубликовано. Это статьи, где казахстанский автор выступает первым автором. То есть надо понимать, что где-то в среднем Казахстан публикует порядка 4000 статей, но понятно, что не все они это от первого автора, там в основном Казахстан выступает корреспондирующим автором, а здесь как раз таки вот, где именно казахстанский автор является первым автором. Вот такая вот статистика, она небольшая, но она стабильно растет, кроме 2021 года. Вот. Какие виды открытого доступа существуют? На самом деле у открытого доступа 4 вида. Да? Это золотой, это зеленый открытый доступ, это у нас бронзовый и платиновый. Золотой открытый доступ подразумевает под собой 2 критерия. Первый – это платная публикация в подписном или открытом журнале. Платная публикация. То есть здесь есть плата с автора за публикацию. Но зато, кто публикуется в журналах открытого золотого доступа, он получается, моментально его статья выходит на платформе, и читатель незамедлительно получает бесплатный контент к этой статье, которая была опубликована. Оформляется стандартная лицензия Creative Commons или лицензия на всеобщее творчество. Да? Ну, это авторская лицензия, мы сейчас о ней поговорим. Есть второй вид доступа, зеленый открытый доступ, Green, где и бесплатная публикация в подписном журнале или в открытом журнале открытого доступа, но и он также распространяется бесплатно, но здесь нужно учитывать, что в зеленом доступе есть период эмбарго. Период эмбарго – это когда ваша статья выходит с задержкой от 6 месяцев до года. Для некоторых отраслей это дата, это критично, потому что такие отрасли, как, допустим, медицина, биомедицина, где очень динамично развиваются вот эти вот направления, конечно, для них период эмбарго может стать критичным, и для них это условие может не подходить. Поэтому они в основном публикуются в журналах открытого доступа. Есть бронзовый доступ, но мы о нем сегодня говорить не будем. Есть платиновый доступ. Мы об этих доступах говорить не будем просто потому, что их очень редко можно встретить, и в издательстве Байви их нет. Вся разница в том, что в бронзовом открытом доступе есть бесплатная публикация и бесплатный доступ, но не оформляется авторское право. То есть авторское право забирает весь журнал. И в платиновом доступе там вообще финансируется за счет спонсора, естественно, как финансируется инвестором, там это уже издательство само выходит через какие-то связи на авторов, которые будут публиковаться. Но мы не говорим о платиновом и бронзовом доступе. Когда мы говорим об открытом доступе, самые распространенные виды – это золотой доступ и зеленый доступ. Вот о них мы и будем останавливаться.
у нас в Wiley мы предоставляем и золотой открытый доступ, и зеленый открытый доступ, собственно, как и все академические издательства, в которых публикуются ученые. Да? И здесь вы видите различия. Как я уже сказала, я не буду останавливаться на каждом из различий, но единственное, смотрите, в журналах золотого открытого доступа автор, после того, как он оплатил сбор за публикацию, называется это Article Processing Charge, сокращенно APC. Вот вы часто можете услышать, да, какой у вас APC. Вот APC это Article Processing Charge, то есть плата за публикацию в открытом доступе статьи. Автор, оплачивая APC, он и пройдя процесс рецензирования, о процессе рецензирования мы с вами поговорим на вебинарах на ЕГЭ, поэтому оставайтесь на связи. Отрецензированная статья, она сразу же становится общедоступной и для чтения, и скачивания. Вот в тот же момент он получает сообщение о том, что его статья отрецензирована в публикации, практически в этот же момент его статья становится общедоступной. Вот, и этот доступ, который открывается, он открывается мгновенно и абсолютно бессрочно. То есть ваша статья уже в этом журнале навсегда, грубо говоря. Да? Лицензирование оформляется стандартная лицензия Creative Commons, который, собственно, вот эта лицензия Creative Commons CC, которую вы видите, аббревиатура, она регламентирует, как автор может использовать опубликованную статью. Я вам сейчас дальше это покажу. Вот. Золотой открытый доступ к журналу, да, здесь автор, он также проходит рецензирование через редакторскую группу, но он, получается, не осуществляет плату за публикацию статьи. И это единственное, ну, как бы здесь последствие, что так как она бесплатная статья, ему придется ее самоархивировать, то есть депонировать на репозитории открытого доступа. Что такое депонация? Депонация – это когда вы придерживаете, архивируете свою отрецензированную статью, вы ее держите определенный период эмбарго называют. Вот, и, то есть это задержка доступа к статье. Обычно она, ну, как бы, период эмбарго вообще от года до 2 лет может быть. Но в среднем в наших журналах от 6 месяцев до года этот период эмбарго. Еще раз повторяю, для кого-то период эмбарго, да, и вот такая депонация, это критичный момент, потому что кому-то нужно опубликовать статью вот прямо здесь и сейчас. Я знаю, что в рамках грантового финансирования, да, вот, допустим, грант 33 года, и, естественно, наши ученые публикуют статью на 3-й год реализации гранта, да, и я знаю, что вот, в рамках грантового финансирования депонация, возможно, ну, будет больше вредить, да. Вам же нужно доказать в комитете науки, что вы уже опубликовали статью, показать, вот она моя статья, и, возможно, в этом случае лучше все-таки выбрать золотой открытый доступ и просто проплатить вот этот вот Article Processing Charge, APC. Но если вы, допустим, учитесь в докторантуре, и в течение докторантуры, да, там, я не знаю, 3-4 лет, вам нужно опубликовать несколько статей, вы можете публиковать ежегодно статьи, осуществлять какую-то депонацию, которые эти статьи будут, допустим, через год. Ну, это касается, знаете, специальностей, я хочу себе оговориться, скорее всего, это касается тех специальностей, которые не меняют, то есть на которые время сильно не играет роли. Что это у нас? Это может быть физика, это может быть какие-то гуманитарные науки, да, какой-то анализ каких-то политических процессов. Понятно, что вот эти вот динамично развивающиеся отрасли, они, конечно, наверное, не переживут тут самоархивацию и не переживут периода эмбарго, потому что просто, допустим, если я по биомедицине сегодня сделала какое-то открытие, да, вряд ли это открытие, которое я сделала сегодня, будет актуально через год, потому что это медицина, потому что постоянно все меняется. Но если у вас такая очень медленно развивающаяся наука, я прошу прощения у физиков, но в основном у физиков тоже считается, что такая медленно развивающаяся наука, то если у вас нет просто денег, вы не хотите платить деньги за плату, вы можете опубликовать свою статью абсолютно бесплатно, просто учитывать, что будет период вот этот вот депонации, период эмбарго. Какие журналы есть у Wiley? У Wiley есть журналы полного, золотого, да, открытого доступа, о котором мы говорим, аббревиатура будет Gold OA, Gold Open Access. И есть подписные гибридные журналы.
Журналы полного золотого открытого доступа, их сейчас у нас порядка 600 журналов, 590 журналов. Смотрите, это те журналы, которые только работают за плату от автора. То есть они всегда требуют ABC. Таких журналов, сейчас повторю, 590. Но есть подписные журналы. Что такое подписные? Сейчас у вас есть доступ ко всем журналам. И к этим, и к этим. Что такое подписные журналы или гибридные журналы? Да? У нас есть два вида. Смотрите, гибридный журнал, он уже в себя гибридный, то есть он соединяет в себя две возможности для публикации. В гибридном журнале вы можете опубликовать статью как платно, так и бесплатно. Но когда вы опубликовываете ее в гибридном журнале бесплатно, то она станет доступна только по подписке. Только для тех организаций, у которых есть подписка на этот конкретный журнал. Но если, конечно, вы опубликуетесь в этом же гибридном журнале за плату, за APC статью, то эта статья станет моментально доступной для всех. Есть такие журналы, когда вы заходите, какие-то статьи в этих журналах платные, да, они открываются, а какие-то статьи бесплатные, они могут не открываться или они открываются только при наличии подписки. Такое вот условие оно есть в гибридных журналах. И их на данный момент большинство, порядка 2000 журналов сейчас. Но вы должны учитывать, что, еще раз повторюсь, что все издательства двигаются к этой модели золотого открытого доступа, то есть полного открытого доступа. Когда-нибудь, лет через 5, может быть через 10, но я надеюсь, что лет через 5, все журналы станут открытого доступа. Но на сегодняшний день у вас, тем не менее, есть опция опубликовать бесплатно вот в одном из гибридных журналов Wiley. И что касается принципов золотого открытого доступа, ну, я уже не буду говорить, единственное скажу, да, что еще одно из преимуществ открытого золотого доступа – это то, что автор полностью сохраняет свои права на использование своей же статьи, то есть за ним сохраняется право авторства. Здесь можно запутаться, но я вас сейчас немножко распутаю. Вообще есть 3 вида лицензии Creative Commons. При публикации статьи в открытом доступе, да, и в подписных журналах оформляется лицензия Creative Commons, CC. И вот у нее есть аббревиатура. 3 вида аббревиатуры есть. CC BY, это с указанием авторства, CC BY NC, это с указанием авторства некоммерческая статья, CC BY NC ND, это с указанием авторства некоммерческая беспроизводная. В чем их отличие? Вот здесь в этой табличке, да, вы видите отличие между 3 видами лицензии Creative Commons. Да? Понятно, что самая хорошая лицензия – это вот именно с указанием авторства, которая позволяет вам читать, скачивать, распечатывать, цитировать свою статью, делиться своей статьей, использовать ее в некоммерческих целях, в коммерческих целях, исправлять, переводить. В общем, вы можете при таком виде авторства использовать свою статью практически во всех целях, в которых вы хотите использовать. Это ваша статья абсолютно, вот, и вы ее используете. Есть другие виды, они более редко встречаются. Вот некоммерческий вид единственно разрешает вам делать все то же самое, но не использовать в коммерческих целях. Да? И последний вид, который без производных, некоммерческих беспроизводных, это вид авторства, который не разрешает вам исправлять вашу статью, переводить на другие языки и использовать в коммерческих целях. В принципе, какую бы вы ни выбрали, да, какой бы вид авторства вам не предложил журнал, они все позволяют вам читать, скачивать вашу статью, позволяет вам цитировать вашу статью вами и другими авторами, да, делиться этой статьей, переписывать эту статью, не переписывать. Build on – это когда вы дополняете. Вот. Перевод доступен только во всех видах, кроме вот последнего вида, некоммерческая, беспроизводная. То есть, в принципе, Creative Commons, она просто сама аббревиатура CC, она, в принципе, позволяет вам вот все, что нужно для ученого, она все это позволяет. А там уже основные вот эти вот тонкие моменты, это вы, конечно, обговариваете с каждым журналом отдельно. Какой журнал, какое авторство, какую лицензию вам предлагает.
Здесь я уже хочу единственный момент остановиться, да, кто платит за публикацию в открытом доступе. Понятно, что платит автор, что вот эта плата за публикацию, она переходит от читателя к автору. Еще раз напомню, да, при традиционной модели читатель платил за доступ, при открытом доступе автор платит за публикацию. И вот понятно, что APC платят авторы, но бывает, что APC платят спонсоры, но научное сообщество есть организация, то есть я имею в виду университеты и НИИ. Что это такое? На сегодняшний день в Казахстане есть университеты, которые уже сейчас, ну, скажем так, интересуются в заключении соглашений по открытому доступу. Называется соглашение трансформационное соглашение, это называется TA, Transformational Agreement. Что оно означает? Это модель Read and Publish. Читать и публиковать. Это когда университет, допустим, да, есть такие университеты, я просто не знаю, ну, бывает таких университетов в Казахстане пока что нет ни одной организации университетов, у которых есть такая модель. Но, может быть, в вашем университете есть такая модель на другие издательства, поэтому уточните университеты. Бывает такое, что университет или какая-то организация, они покупают заранее публикацию, как предварительную публикацию статей своими учеными. Как это работает? Допустим, университет может открыть некий депозит, положить на него определенное количество денег, и ученые, когда публикуются, они могут ссылаться на этот депозит, университет подтверждает эту публикацию, и деньги списываются, получается, вот этого депозита, который университет приобрел для своих ученых. Еще раз повторюсь, в наших журналах на сегодняшний день в Казахстане такая модель отсутствует. Но если вы хотите, ну, просто для интереса можно поинтересоваться у вашего университета, есть ли такой депозит, может быть, есть такой депозит на другие издательства, может, другие издательства уже такое соглашение начали заключать или уже заключили. Поэтому обязательно уточните. За рубежом это очень сильно развито. Зарубежные университеты практически сами платят за публикацию своих ученых. То есть этот механизм тоже возможен, и я вас прошу всегда в этот момент уточнять. Но если у вашего университета, в организации нет такой опции, конечно, APC за публикацию в открытом доступе придется платить самостоятельно. То есть сам автор будет платить. Здесь просто вот я привела пример, какие журналы, да, ну как вы увидите журнал открытого доступа. Когда вы видите полностью открытого доступа журнал, у него обязательно будет значок, это Naval Online Library, Open Access, вот такой вот значок Open Access, это значит, что журнал золотого открытого доступа. Если такого значка Open Access нет, значит журнал гибридный. Еще раз повторяюсь, гибридный журнал рассматривает публикацию как бесплатную, так и платную через APC. Это нужно уже переписываться с редакторами и узнавать. Здесь мне хотелось бы остановиться на вот одном моменте. У нас есть такой портал, называется автосервис Вайб, да, а где взять, собственно, цены, да, спросите вы, да, как мы поймем, сколько стоит статья, конкретно, ну, опубликовать статью там в каком-то конкретном журнале. Это все есть в открытом доступе, для этого я вам не нужна, не нужно мне писать, спрашивать, сколько стоит публикация в этом журнале. Вы заходите на автосервис, я вам сейчас хочу это продемонстрировать. Так. Сейчас я вам хочу в режиме реального времени показать, как это будет работать. Смотрите. Так, вы заходите на вот такую вот платформу. Называется она автосервис Vibe. Вы заходите на нее и нажимаете на вот эту вот вкладку, которая называется Get Help with Preparing Your Manuscript. Вы нажимаете на нее. И здесь вся информация относительно того, как нужно публиковать, как нужно подготавливать свою статью, как нужно ее писать, как можно ее промоутировать. Да? Промоутирование статьи очень важно для тех авторов, которые хотят повысить свой индекс Хирша, которые хотят увеличить свою цитируемость. Об основах наукометрии, кстати, коллеги, мы поговорим с вами в октябре. Поэтому, пожалуйста, следите за списком вебинаров, за графиком вебинаров. Мы обязательно у нас есть вебинар, на котором мы рассказываем про импакт-фактор, про сайт-скор, про квартили, про перцентили, о индексе Хирша, как он считается, почему это важно, и также говорим о хищнических журналах. Этот вебинар будет в октябре.
Пожалуйста, не пропустите. Так вот, на этом сайте у вас есть разные вкладки: найти журнал, подготовить статью, опубликовать, отправить на публикацию, лицензирование, условия лицензирования публикации, промотирование и так далее. Здесь все вкладки, они все, ссылки, они все активны, но у нас не про это. Вы нажимаете вкладку Open Access, вот здесь, пожалуйста. Здесь можно просмотреть краткий ролик, он очень понятный, на английском языке, но очень понятный, краткий доступ. И вот здесь вы видите журналы, да, проскроллив вниз, вы видите открытый, золотой открытый доступ, вот он у нас желтенького цвета, и зеленый открытый доступ, вот он зелененького цвета, да. Когда вы нажмете, вот здесь есть список журналов, которых вы можете опубликовать. Fully Open Access Journals. Вот вы открываете, и здесь есть вот такой вот лист, который вы можете посмотреть. И вот эти все журналы, которые... Так, секундочку. Вот они, все журналы, видите, которые полностью золотого открытого доступа. То же самое здесь вы нажимаете гибридные открытые журналы. Так, секундочку. Открываете гибридные журналы. И здесь есть также список гибридных журналов. Вот, прайс-лист. Но прайс-лист, чтобы найти, вы можете нажать вот здесь Article Publication Chart. Вы возвращаетесь, открываете, чтобы вас не путать. Вы возвращаетесь вот это вот табло, Open Access, и здесь, где цены смотреть? Цены смотреть вот здесь Article Publication Chart. Вы нажимаете на Article Publication Chart, и здесь вы видите, сколько стоит в каком журнале опубликовать. Вот. Это гибридные журналы, это журналы открытого доступа. Нажав на гибридный журнал, у вас выходит такая табличка Excel, и здесь вы видите вид лицензии, которая предоставляется, да? Вот. И цена за опубликование статьи. Вот они цены в долларах, фунтах, в евро. Это вот что касается гибридных журналов. И здесь есть Open Access журнал, то есть журнал открытого доступа, тоже есть цена, сумма, здесь надо вот поменьше сделать. И вот вы видите сумму, да, тоже вот этих вот журналов, которые полностью журналы открытого доступа. Ну, я думаю, что это, в принципе, будет понятно, вы можете это найти. И здесь есть вот лицензия, то есть аббревиатура уже должна быть понятна, да, я же вам показывала аббревиатуру, вот вы понимаете, CBY. В принципе, все журналы открытого золотого доступа, они предоставляют полную Creative Commons лицензию, да, которая вам разрешает, ну, практически делать с вашей статьей все, что вы захотите. Теперь, так, что касается вопроса, на прошлом вебинаре мне задали вопрос, а что касается скидок и дискаунт? Да, у нас есть скидки и дискаунт, но не для Казахстана. Для того, чтобы понять, для каких стран, для каких авторов есть скидки, вы возвращаетесь на Wiley After Service, нажимаете вот эту вкладку Learn about Open Access and Open Research, нажимаете ее, здесь нажимаете Open Access, и здесь видите For Authors, для авторов. Нажимая эту вкладку, вы увидите Waivers and Discounts. Нажимая Waivers and Discounts, вы можете увидеть все условия для того, чтобы была применена скидка. Что такое Waivers? Ну, я думаю, что многие ученые знают, но тем не менее я напомню. Waivers – это когда вы абсолютно не платите за публикацию статьи в любом журнале открытого доступа. Вы не платите. И есть дискаунт, автоматический дискаунт до 50%, видите, 50% дискаунт получают на ABC. Но здесь есть условия для публикации в журнале открытого доступа. Но теперь вы видите список стран. Казахстана в этом, то есть кто не платит, страны, которые не платят за публикацию, вот, waivers, это вот этот вот список стран. Я знаю, что вы можете, если вы второй автор, да, вы можете не платить. Но, допустим, вы видите, да, соседняя наша страна, Кыргызстан, они освобождены от оплаты BBC полностью. И, конечно, если, допустим, вы хотите опубликовать статью, и вы согласны быть вторым автором, то вы можете попросить коллегу из Кыргызстана быть первым автором вашей статьи. Тогда ваша статья будет бесплатна. Но имейте в виду, что когда будут цитировать будут первого автора. Да? И что касается автоматического дискаунта 50% на EPC, это вот здесь тоже список стран, которым предоставляется. И здесь есть
Узбекистан. То есть у вас есть либо возможность 50% сократить плату за ABC, либо полностью ее убрать в случае, если вы пригласите автора либо с Кыргызстана, либо из Узбекистана. Но я не знаю, насколько это вам поможет. Почему здесь нет Казахстана, мне задавали вопрос. Я не знаю, почему здесь нет Казахстана, потому что Казахстан по очевидным причинам живет, наверное, все-таки лучше, а здесь вы можете увидеть, что это список стран, именно видите, low and lower middle income countries. Мы, к сожалению, а может, к счастью, ну, скорее всего, к счастью, к этим странам не относимся. Поэтому такой вопрос, я на такой вопрос ответить не могу. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы знали, что кыргызстанские ученые освобождаются от оплаты APC, а узбекистанские ученые, они платят только 50%. Вот, коллеги, возвращаясь к нашей презентации, сейчас, секундочку. Вот, здесь у нас есть вкладки полезные, которые вы видите, там, да, коллеги? И возвращаясь к презентации, сейчас я завершу презентацию, и мы на этом остановимся. Здесь есть у нас также презентация, я вам отправлю, здесь будут у нас полезные ссылки, которые вы можете использовать для того, чтобы понимать, сейчас я секундочку. Ссылки, которые будут вам очень полезны. Я думаю, что если у вас сейчас есть вопросы, это мой email. Если у вас есть какие-то вопросы по сегодняшней презентации, можете писать мне на email.